Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С вами Мария Архипова и Николай Борисов. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Давайте попробуем». И сегодня на нашем столе самая демократичная еда – краковская колбаса. Краковская выбрана, потому что она до сих пор изготавливается по стандартам Советского Союза, то есть определенный ГОСТ. Выбрать по нашей традиции мы предоставим возможность жителям и гостям города Якутска, которые не будут знать, какой из брендов находится на тарелке. То есть они будут пробовать и выбирать по органолептике наиболее понравившийся. Сегодня нашими конкурсантами являются колбаса от Скиф, также от бренда тоже якутского «Традиции свежести» и колбаса от Хатуаз. То есть якутские производители, целых 3 бренда, которые производят этот любимый многими продукт. Здесь у нас масса 410 грамм и цена 268. Это Хатуаз. Скиф тоже 440 грамм, 278 рублей. Примерно одинаково, да, если здесь граммовка чуть побольше, здесь зато цена поменьше, да. Здесь у нас 336 грамм, масса. Да, вес, масса, и цена 239,50. Цена примерно одинаковая. Давайте же откроем наши продукты. Итак, мы нарезали нашу колбаску. В принципе, ее можно есть с кожурой, потому что натуральный продукт. Итак, давайте начнем с нашего первого конкурсанта. Как мы помним красивый. с вами, да, это Скиф. Можно посмотреть распределение жиров, то есть они довольно-таки равномерны, видимо, измельчили его и постарались, чтобы доля жиров и мяса, да, волокон, она была плавно по всей колбасе. Пробуем, да? Угу. Теперь второй, да? Запомнила? Угу. Традиции свежести. Здесь доля жиров неравномерна. В принципе, это говорит о том, что задействованы натуральные жиры, натуральные ингредиенты. Давайте попробуем. Угу. Прикольно. Угу. Такое копченое еще. Угу. И Хатуаз. И Хатуаз, 3-й номер наш. Здесь можно посмотреть совсем другие дани. Ну, тоже равномерненько, но не так, как в первом номере, как в Скифе. Совсем другой вкус. Попробовав 3 продукта, можно сказать то, что наиболее яркий вкус, такой с дымком, копченым таким вкусом, отличается «Традиции свежести». На 2-м месте Скиф и на 3-м Хатуаз. Да, по поводу Скифа я могу сказать, что напоминает, знаете, сервелат городской. Это такая прям колбасная колбаса, да? Во 2-м номере в «Традициях свежести» очень ярко чувствуется копченость. Именно то, что хочется попробовать, скажем, на рыбалке, там, да, на охоте. И 3-й такой, ну, традиционная, скажем, ГОСТовская краковская колбаса, это Хатуаз. Оно что-то среднее между 1-м и 2-м номером. У нас обычно почему-то на обзорах так получается, что 2 таких ярких, да, представителя и 1, который, кстати, часто может выиграть, кстати, потому что многие не любят какого-то особо яркого, а предпочитают что-то сбалансированное. Ну, давайте обратимся к нашим народным экспертам. Лично для меня под номером 2 самое вкусное. Не зря говорят, что вкус в продукте – это присутствие жира. Как говорит знаменитый Ивлев, чем больше жира, тем вкуснее. Давайте я скажу про себя, про внешний вид. Да? Отлично. Конечно, мне из 3 вариантов нравится первый, потому что он розовенький, в меру мало сальца, а все остальные, видите, тут перебор жира. Ну, я как человек, который соблюдает ПП, для меня это важно. Отлично. А вот эта краковская, она, видимо, видите, тут прожилки сухожилий, видите? Настоящая краковская колбаса. Отлично. Есть большой опыт, видимо, поедания краковской колбасы у вас? Ну, чуть-чуть. Могу сравнить даже с регионами, с производителями. Отлично. 2-й опасный для жизни. Это Хорошо. Ну вот возьмите, где поменьше жира. Вот это я не прожую, наверное. Так, за 2-ю щечку.
За ваше здоровье. Неплохо. Ничего. Второй вариант – это самый мужской вариант. Это на охоту. Сегодня у меня шикарный колбасный завтрак. Надо было взять под десерт. Нежная. Ведь Я была не права. Короче, если сахалы, Мгм. то вот это. То второй Второе. номер. Да. А если ПП, первое. Если, ну так, нейтральное отношение, то, пожалуйста, третье. Отлично. Вкусно, когда вкусно. Извините, второе. Она слишком жирная, Мгм. не по мне. Лучше, чем это. Сухой был его. Первый и второй. Ну и между ними Между ними что? Второй. второй, да. И с антибиотик там, да. Это я знаю, какой вкус. Ага. Фатуаз. Знакомый, да? Да, фатуаз. Хорошо. Это не знаю, Мгм. но вкуснее, чем этот. Мгм. И третий номер. Итак, вердикт Второй. второй. На Хорошо. самом деле вы немного ошиблись, по-моему. Да? Да. Вот он потом. Это фатуаз, а это скиф. Это скиф, да? Нет, я... Ну ничего страшного. Ваш выбор был до того, как На вы второй. знали. Жирный такой. Номер два. Да, ну, А почему он? жира много, я люблю жирную колбасу. И мягкая. Вкус этот приправ много тут. Мгм. А Первом. тут на первом. А в третьем? Ну, третьем чуть похоже не. Ага. Ну, этот лучше все равно. Абсолютным нашим чемпионом стала колбаса под номером 2 традиции свежести. Ну, видимо, понравилась копченость, да, понравилась натуральность, наверное, продукта нашего. Под номером 1 также были любители. Предпочтение, Да, да. предпочтения. Номер 1 колбаса от производителя Скиф на втором месте. Да. Ну и в защиту нашего хатуаса у него сбалансированный вкус, количество жиров, оно нечто среднее между первым и вторым номером. Однако, к сожалению, никто, кроме меня, видимо, голос за нее не дал. Стоит отметить то, что вот внешний вид второго нашего конкурсанта традиции свежести немного сначала отталкивал, но потом, уже попробовав на вкус, люди однозначно выбирали его как победителя. Это еще раз говорит о том, что якутские производители начинают врываться в рынок, в разные сегменты, завоевывают своего любителя, завоевывают своих потребителей. И якутские производители ничем не хуже наших российских и даже зарубежных производителей. Ждем вас на передаче. Давайте попробуем.